По меньшей мере 6 человек погибли и почти 300 получили ранения в результате новых двух землетрясений, которые произошли в Турции в понедельник 20 февраля. На юге Турции, где в начале февраля произошло мощное землетрясение, в понедельник были снова зафиксированы подземные толчки. Магнитуда двух новых землетрясений составила 6,4 и 5,8. Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что первое землетрясение произошло в 20 часов 04 минуты по местному времени, 17 часов 04 минуты по Гринвичу, 20 часов 04 минуты по московскому времени, и вскоре за ним последовало второе. По последним официальным данным, в Турции погибли 6 человек и 294 человека получили травмы. Министр здравоохранения Турции Фахритин Каджа сообщил в Твиттере, что 18 человек получили серьезные ранения и перевезены в больницы в городах Адана и Дёртил. Из соседней Сирии тоже сообщают о погибших, но сообщения эти пока очень разноречивы. Ранее организация «Белые шлемы» сообщила о более чем 130 раненых и обрушении зданий, пострадавших от предыдущих землетрясений. Свидетели сообщили агентству Рейтер о новых повреждениях зданий в городе Антакия провинции Хатай, одном из наиболее пострадавших от предыдущего землетрясения, которое произошло 6 февраля и привело к гибели более 47 тысяч человек в Турции. С тех пор турецкие власти зафиксировали более 6 тысяч афтершоков. Однако журналисты BBC, которые находятся в регионе, сообщают, что толчки в понедельник были намного более сильными, чем предыдущие. Крупная больница в городе Искендерун на севере провинции Хатай объявила об эвакуации пациентов. Мэр провинции Хатай сообщил, что некоторые люди заблокированы под обломками. Новые кадры гигантского разлома публикуют в социальных сетях. На записи запечатлена трещина в провинции Хатай. Турецкие СМИ сообщали, что ее глубина составляет порядка 30 метров, а ширина достигает 200 метров. Разрушительные разломы на поверхности Земли появились также в других провинциях. Сообщается, что один из них зафиксирован в селе Гёкчедере Газиантепского района Нурдага. Разлом разделил населенный пункт на две части. Сейсмологи отмечают, что подобные трещины – результат сдвига аравийской плиты на 3 метра. По их словам, разлом в любой момент может стать еще шире, либо сомкнуться. Ученые уже заявили, что произошедшее в Турции землетрясение вошло в десятку наиболее крупных подземных толчков, которые были когда-либо зарегистрированы в мире. В начале этой недели в СМИ США начала поступать информация о разливе и горении химикатов после схода с рельсов поезда в штате Огайо возле деревни Ист-Палестайн, где проживает менее 5000 человек. Многие в США называют это чуть ли не вторым Чернобылем по масштабам катастрофы. Попробуем разобраться, что произошло и каковы масштабы проблемы. 5 февраля в одной из цистерн с винилхлоридом начала расти температура. На следующий день власти приняли решение пробить в вагонах с химикатами отверстия, дать химикатам вытечь и потом сжечь их. Перед началом операции людей, проживающих на расстоянии менее 2 километров от места крушения, эвакуировали. Я мэр для 4700 человек, и если вы думаете, что я могу бороться с железной дорогой или с агентством по охране окружающей среды, или с чем-то вроде этого, вы безумны. Мне нужна помощь, я не был готов к такому. 3 февраля около 20:55 по местному времени на окраине деревни Ист-Палестайн, расположенной на границе штатов Огайо и Пенсильвания, потерпел крушение поезд, перевозивший наряду со всем остальным токсичные химикаты, винилхлорид, бутилакрилат, этилгексилакрилат и монобутиловый эфир этиленгликоля. Поднявшееся в результате горения облако ядовитых веществ было видно даже из космоса.
местные жители заговорили о химическом Чернобыле. Сошедший с рельсов грузовой поезд принадлежал железной дороге Норфолк-Саузерн. Поезд следовал из Мэдисона, штат Иллинойс, в Конвей, штат Пенсильвания, и состоял из 3 локомотивов, 9 пустых вагонов и 141 вагона с грузом. 6 февраля было принято решение совершить выпуск химикатов и их поджог во избежание взрыва цистерны. В штатах Огайо и Пенсильвания провели обязательную эвакуацию всех жителей, проживающих менее чем в миле от места аварии, чуть более 2000 человек, примерно половина жителей Ист-Палестайна. Затем аварийные бригады Норфолк-Саузерн провели контролируемый выпуск химикатов и сожгли содержимое 5 цистерн с винилхлоридом. В результате пожара над территорией образовались черные облака, а в воздух были выброшены фосген, боевое отравляющее вещество, и хлористый водород. Соединившись с парами воды, он дает дождь из соляной кислоты. 9 февраля жителям Ист-Палестайна разрешили вернуться в свои дома, поскольку Агентство по охране окружающей среды США сообщило, что качество воздуха внутри и снаружи зоны эвакуации отвечает нормам. Таким образом, официальная версия гласит, что ничего не случилось. В воде ничего нет, продукты горения улетучились, в почве ничего нет, все нормально. А что на самом деле? Местные жители сообщают о различных инцидентах с животными. Одна семья из Ист-Палестайна сообщила, что после возгорания химикатов плохо стало коту, и он умер. Одна женщина, проживающая в 13 километрах от места горения, сообщила о смерти всех своих кур 7 февраля. Владелец лисьей фермы в окрестностях Ист-Палестайна сообщил о смерти нескольких лис и о том, что остальные выглядят больными и не едят. Есть неподтвержденные сообщения о гибели других домашних животных. Но, как видно на видео очевидцев, мертвые животные встречаются повсюду. Также было обнаружено более 3000 мертвых рыб в местной речке. Нил Донахью, профессор химии Университета Карнеги-Меллона, выразил обеспокоенность по поводу потенциального образования диоксинов при сжигании винилхлорида. Напомним, самое известное в истории отравление территории диоксинами – это использование американцами агента Оранж во Вьетнаме. Даже у американских солдат, подвергавшихся воздействию диоксинов недолго, были проблемы с рождением здоровых детей и со своим здоровьем. А во Вьетнаме рождение уродов после войны стало печальной нормой. При этом ручьи вокруг Ист-Палестайна все впадают в реку Огайо, которая, в свою очередь, впадает в Миссисипи. Если загрязнение окажется сильным, то пострадать могут миллионы жителей США. Отметим, что качество воды, воздуха и почвы в пострадавшем городе проверяет подрядчик, нанятый железной дорогой. Очевидно, железная дорога платит не за то, чтобы загрязнения были найдены. В заключение отметим, что несколько цистерн химикатов – это много для небольшого городка, но не так много даже для округа, и уж тем более для штата. Так что разговоры о масштабе катастрофы, как о проблеме для значительной части населения США, выглядят преувеличенными, хотя для жителей Ист-Палестайна последствия могут оказаться самыми неприятными. В штате Огайо в городе Бёдфорд во время взрыва на металлургическом заводе погиб 1 человек, об этом сообщил телеканал Fox News. Информацию подтвердил офис судебно-медицинской экспертизы. Должностные лица также сообщили, что как минимум 2 пострадавших находятся в критическом состоянии. Причины происшествия устанавливаются. Компания-владелец металлургического предприятия Schumann & Co. опубликовала заявление, в котором подтвердила разрушение здания и получение травм сотрудниками в количестве 13 человек, а также подчеркнула приоритетное значение безопасности работников. На место происшествия
прибыли несколько пожарных команд. В воздухе был виден большой столб дыма, загорелись несколько машин. Как минимум 13 человек попали в больницу. Пожарные заявили, что в воздухе ощущался запах горящего масла. Из-за отсутствия дождей каналы Венеции начинают пересыхать, некоторые гондолы уже не могут свободно перемещаться по ним. Об этом во вторник, 21 февраля, пишет издание The Guardian. Согласно ученым и экологическим группам, сухая зима вызывает опасения, что Италия может снова столкнуться с засухой. В этом сезоне в Альпах выпало менее половины обычного количества снега. В Венеции уровень воды в некоторых местах на 3 метра ниже нулевой отметки, что обычно наблюдается летом, но не зимой. Итальянские реки и озера также страдают от острой нехватки воды. Например, в самой длинной реке Италии, По, которая течет от Альп на северо-западе до Адриатики, сейчас на 61% меньше воды, чем обычно в это время года. Отмечается, что в последние 2 недели в Европе господствует антициклон, и во многих странах наблюдаются температуры, характерные для конца весны.